Фонд президентских грантов Российской Федерации запускает специальный механизм поддержки социально значимых проектов в Абхазии. Среди приоритетных задач – сохранение исторической памяти о вкладе народа Апсны в победу в Великой Отечественной войне, в том числе благоустройство мемориалов, обелисков, воинской славы, воинских захоронений. Народ Абхазии принимал активное участие в Великой Отечественной войне. Более 55 тысяч с лишним людей участвовали жители Абхазии. Около 17,5 тысяч людей с фронта не вернулись. И сегодня в преддверии юбилейной даты проводится мероприятие по поручению президента Российской Федерации. Фонд президентских грантов, который сегодня присутствует здесь со руководителем Ильей Владимировичем, они проводят мероприятия как раз таки направленные для того, чтобы привести в порядок, восстановить, дать значимость нашим памятникам, скверам, всем тем, что было приурочено и построено в наших селах. Специально приехали для того, чтобы рассказать вам о том решении, которое было принято главой нашего государства Владимиром Ильичем Путиным. То есть в данном случае у меня прямое его поручение, я вот им уже занимаюсь с конца прошлой недели. То есть вы знаете, что в республике был наш первый заместитель руководителя администрации Сергей Владимирович Кириенко. Он вернулся в Москву после визита в республику и обратился с просьбой к главе государства, с служебной запиской, в которой попросил нам создать механизм поддержки социально значимых, общественно полезных проектов на территории Республики Абхазия. Идет активная подготовка к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Для нас это великая победа, и, конечно, мы понимаем, что для нас это всеобъемлющая работа, и мы ровно так же понимаем, что каков огромен вклад народа Абхазии в эту победу, сколько героев было. И для нас важно, чтобы не получилось так, что к этой великой дате, к 9 мая, остается уже меньше 3 месяцев, у нас хоть какой-то объект значимый остался без внимания. Ни один воинский мемориал, ни один монумент, ни одно воинское захоронение не могут быть в неухоженном виде, потому что для нас всех это один общий такой братский долг, чтобы все это было в порядке. Чтобы знать точную картину о том, куда направить поддержку, представители фонда президентских грантов проводят семинары для руководителей поселков, сел, представителей районов и ждут заявок. Деньги уже зарезервированы, соответственно, мы начнем их уже прям немедленно реализовывать по заявкам, которые будут поступать из муниципалитетов. То есть которые сейчас будут прорабатываться. Поэтому у нас сегодня семинар, который посвящен именно проработке механизма. То есть фактически мы устраним любые бюрократические моменты, то есть все будет делаться очень быстро. Важно, чтобы каждый муниципалитет просто оценил, что нужно сделать, и уже мы, соответственно, выделим средства на то, чтобы это было реализовано. Выделим это максимально быстро. Но тут еще один важный момент, который мы все понимаем, что, конечно, в каждом восстановлении должны принимать участие жители сами. То есть это не про то, чтобы нанять подрядчика, это про то, чтобы, конечно, ресурсы будут выделены, необходимые на ремонтные работы. Но, конечно, надо всем миром восстанавливать и приводить в порядок, потому что это наш святой долг позаботиться о памяти о героях, которые погибли, о героях, которые вернулись, которые защищали Родину. Особое внимание будет уделено развитию сельских территорий в республике, рассказал генеральный директор фонда президентских грантов России Илья Чекалин. Цель проекта – развитие общественной активности и НКО, вовлечение жителей в деятельность по решению социально-экономических проблем территорий и реализацию социально значимых инициатив. Вот знаете, уникальность этого проекта в том, что мы его называем так – проект, который нельзя закончить. Вот мы уже несколько раз к фонду президентских грантов за поддержкой этого проекта обращались, и каждый раз я думаю, нам, наверное, скажут, слушайте, мы вас уже поддерживали, а мы все время пишем, а территории еще есть, не до всех мы еще добрались, а люди, с которыми мы начали работать, хотят продолжения. Поэтому начать было легко, а закончить невозможно. Поэтому мы стараемся продолжать. Что еще уникального? Он на самом деле не про то,
даже не про то, чтобы получить деньги, и не про то, чтобы что-то отремонтировать или построить. Он про то, чтобы дать людям надежду. Фонд президентских грантов Российской Федерации занимается государственной поддержкой некоммерческих неправительственных организаций. Так, на конкурсной основе реализуются социально значимые проекты. Миссия фонда – создание условий и возможностей для самореализации инициативных и неравнодушных людей в некоммерческом секторе. Гугуца Вардания, Раму Камкия, Абхазское телевидение.